Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим самые актуальные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните. Задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете проходить по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии Олександра Кондратенко, консультант департаменту аналітичного супроводу Офісу глави АПУ у 2014-2016 роках. Пане Олександре, ассаляму алейкум, витаю. Добрый вечер. Я предлагаю начать наш эфир со следующих новостей. Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко в Печерском райсуде Киева заявили, что формально он не является подозреваемым по делу о государственной измене, содействии террористической организации путем покупки угля на оккупированных территориях Украины в 2014-2015 годах. Сегодня, я напомню, 17 января Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев, из аэропорта отправился в суд. Там в аэропорту Жулян его встречало порядка 5000 человек. В суде ему должны избрать сегодня меру пресечения. Как известно, 20 декабря 2021 года бывшему президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко подписали подозрения в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Тогда Петр Порошенко не находился в Киеве, он был в Европе. Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 миллиарда гривен. Свой приезд Порошенко прокомментировал сегодня таким образом. Давайте его послушаем. Вони збиралися затримати нас в аеропорту. І злякалися вас. Бо ви сильні, ви молодці, ви знаєте і вмієте, як перемагати. Це перша, але дуже важлива перемога. Я вітаю вас з нею. І хочу наголосити, у нас попереду ще багато перемог. Я вітаю ваші лозунги, я не є їх автором, але це дуже круто. I'll be back. That's true. Встречать Петра Алексеевича Порошенко, как я сказала, выше в Жуляна приехало порядка 5000 человек. И как вот прокомментировали люди его приезд, я предлагаю вместе послушать, пожалуйста. Це повний фейк. Це політичне забарвлення, замовлення, це по-любому. Потому что это чувствуется во всем. Поэтому мы сподіваємось, що будуть, якщо буде розглянуто все це, ну, якось прилично, нормально, но обвинити п'ятого президента в зраді – це вже занадто. Враження такі, що для України є велика, добра перспектива. Порох з нами. Значить, Україна буде. І в мене, наприклад, як і в багатьох не порохоботів, немає вибору, як підтримувати цього політика. І якщо у мене ворог Путін, і якщо я вважаю, що Зеленський творить хаос в цій державі, я дуже пильно спостерігала за політиками, які можуть протидіяти. Ну, не намалювалося у нас такої перспективи, і тому будемо підтримувати Петра Олексійовича, тому що в нього на зараз найвищі бійцівські якості. Загалом там багато плюсів, за які я готова вийти, постояти в будь-яку погоду і навіть повоювати. Це у нас побажання для Зеленського. Це у нас
попередження, по-перше, а по-друге, побажання. Бо хочемо його кінець кінцем бачити за ґратами. Бо він стільки вже наробив по статті 111 Карного кодексу України, що мав би вже бути за ґратами. Бо сам обіцяв, якщо я порушу закон, я піду з посту. Пане Олександре, сегодня мы наблюдаем такую, можно сказать, самую сильнейшую поляризацию политических сил в Украине с тех пор, как к власти пришел президент Украины Владимир Зеленский. Сторонники Порошенко говорят о том, что Зеленский должен сесть, зеленые говорят о том, что Порошенко должен сесть. Вопрос, что происходит? Вопрос очень хороший, что происходит. Смотря с какой колокольни на это смотреть. Давайте с двух посмотрим. Давайте со стороны офиса президента. Я, честно говоря, понимаю, почему сейчас это происходит, но я не понимаю, почему это не происходило условно с момента, как Зеленский стал президентом. Зачем было ждать 2,5 года для того, чтобы посадить Порошенко? Мало того, зачем этот цирк был связан с вручением подозрений еще до Нового года, как Порошенко там уезжал, если можно было просто прийти в стены парламента и вручить ему это подозрение. Честно говоря, на сегодняшний день важно понимать то, что все должно происходить вовремя. То есть, если это происходит позже, сейчас со стороны офиса президента вот это вот так называемое дело против Петра Алексеевича, которое пытается связать с Медведчуком, собственно, и в дальнейшем, я думаю, это будет перекрестный допрос Медведчука и Порошенко, дабы немножко ударить электорат по рейтингам Петра Алексеевича. Но, опять-таки, повторюсь, для того, чтобы это было вовремя, надо это делать, когда у тебя поддержка колоссальная населения. Когда ты скатываешься вниз, это все рассматривается через призму, и, собственно, все оппозиционные силы, которые А уже такой поддержки нет? Разумеется, ее не существует уже. Она есть только в глазах, может быть, самого Зеленского и его окружения, которое, собственно, ему рисует разные социологические срезы, приносят и говорят, что все, собственно, хорошо, мы движемся плюс-минус нормально. Но если говорить о поддержке и Петра Алексеевича, и Владимира Александровича Зеленского в ту войну, так называемую, в которую сейчас вот мы вошли, сегодняшнего дня, назовем ее так, потерять могут как и одна сторона, так и вторая. То есть людей это, вы правильно подметили, поляризация происходит. Ну и они, собственно, на протяжении уже последних 30 лет эта поляризация происходит. Просто сейчас она усугубилась тем, что если раньше нас делили на Запад и на Восток, то сейчас делят уже чуть ли не на британский флаг. То есть каждый пытается откусить часть электорального поля своих оппонентов. Приезд Петра Алексеевича и то, что происходило в Жулянах, честно говоря, если команде пятого президента те технологи, которые с ним работают, отталкивались от того, что заявления и те лозунги, которые прозвучали, должны условно объединить вокруг Петра Алексеевича все оппозиционные силы, то у меня возникает вопрос, почему на фоне флагов европейской солидарности не появились флаги тех сил, которые вроде как должны объединиться. То есть это попадание опять-таки в штангу. Я не знаю, кто это готовил. Заявление хорошее. Ну, мы видим начало, грубо говоря, новой избирательной кампании, которая на сегодняшний день. В принципе, для того, чтобы максимально выжать из этой ситуации, команде Европейской солидарности и самому Порошенко необходимо сделать, ну, скажем так, некое отступление, но в то же время все будет зависеть от того, как разрешится именно вот это дело, этот кризис, и как это повернется. Ну, давайте предположим, что избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ну, посидит он там, ну, скорее всего, так и будет. Я почему-то думаю, что именно вот так будет. Под домашний арест. Залогом не откупится 1 миллиард гривен? Думаю, что нет. Но это же мы гипотетически там как-то представляем. Просто если условно на Петра Алексеевича в Жулянах бы одели браслеты, то когда ситуация меняется, ну потому что дело само, в принципе, его же связывают, во-первых, то, что я сказал с Медведчуком, во-вторых, это дело о торговле на тот момент, в 2014 году, все предприятия на территории Украины, несмотря на то, что тоже было военные действия и оккупированная территория, они имели статус юридический предприятий украинских. Поэтому
то, что пытается условно судить Порошенко о госизмене, и те адвокаты, которые у него есть, они, собственно, в Украине, наверное, одни из самых лучших адвокатов. Я думаю, что это все рассыпется. И очень много всяких процессуальных нарушений, вплоть до того, как вручали подозрения. И даже сегодня вот в аэропорту, когда ДБР на территорию таможенного, грубо говоря, контроля ворвалось, это вообще не их зона ответственности. То есть не имели права они там вообще находиться, грубо говоря. Но раз это уже происходит, мы же живем уже в каком-то, скажем так, пусть это громко звучит, но мы уже как будто не в правовом государстве живем. То есть столько всего нарушается каждый божий день. Мало того, доверие к судебной системе 2% у населения. И я не хочу наблюдать вот этот вот цирк. Ну, честно говоря, не хочу его наблюдать. Но так как это уже есть, и в публичную плоскость это выносится, и опять эта сцена появляется, и люди с разных баррикад начинают, грубо говоря, расшатывать ситуацию. Если внутри страны будет вот такое колоссальное противостояние, на руку Украине это точно не будет. Пане Олександре, я предлагаю підключити к нашій бесіді пана Валентина Гладких, експерта аналітичної групи «Левіафан» та порталу «Слово і діло». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Пане Валентино, я предполагаю, что вы следите активно за тем, что происходило сегодня утром в Жулянах, и за тем, что происходит сейчас в суде. И здесь действительно возникает вопрос, почему это все происходит как некое шоу, как цирк, вот такая вот красивая телевизионная картинка, которую мы сегодня наблюдаем. Ведь что это? На кого это должно влиять? Кому это выгодно? Почему так происходит? Почему нельзя нормально? Пришли, повестка, сходил в суд, вышел, пришел. Есть обвинения, защищаешься, нет обвинений, все нормально, идешь дальше. Вот почему так происходит? Так це ж питання не до мене. Це питання до Петра Олексійовича Порошенка та його прихильників, прибічників. Я не розумію, чому Петро Олексійович Порошенко поводить і себе в спосіб, який, м'яко кажучи, не пасує політику, який декларує свою проєвропейськість. І більше того, все те, чим він колись корікав Зеленському і нинішній владі, цією схильністю до театральних ефектів, до перформансів, до перетворення всього на те, до відосиків, чомусь саме це зараз Олексійович Порошенко і вирішив використати. Я думаю, що це моє припущення, що це є свідчення його юридичних, що замість того, щоб діяти в правовому річищі відповідно до свого процесуального статусу і використовувати інструменти правові, Петро Олексійович Порошенко вирішив пофарбувати цей процес в політичний колір, політизувати його і перетворити на оцей от перформанс. Я розумію, що, звичайно, він як політик намагається використати свою політичність для того, щоб, м'яко кажучи, уникнути покарання за те, що йому інкримінують. Але треба розуміти, що в Україні є лише один орган, який визначає, хто винен, хто не винен. Це суд. І визначає він це, спираючись на наявність або відсутність доказів, або достатньої доказової бази, зібраної відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу. А зовсім не зважаючи на наявність або відсутність прихильників. Те, що Петра Олексійовича Порошенка є його прихильники, так це і так зрозуміло, який смисл. Так, але факт наявності прихильників чи їхньої відсутності абсолютно не означає, що людину можна чи не можна притягати до відповідальності, або вона може чи не може бути визнана винною. То мені здається, що тут якраз Петро Олексійович Порошенко сприяє продукуванню цього негативного ставлення до судової гілки влади та і взагалі сприяє ерозії державних інститутів в Україні. Пане Валентино, а как вы думаете, почему это... функцию в данном аспекте? Да, а почему это происходит спустя 2,5 года? Пане Валентино, а как вы думаете, почему это происходит спустя 2,5 года после прихода президента Украины Владимира Зеленского, который сразу сказал о том, что весна придет, будем сажать, но так или иначе сейчас все это происходит, вот уже 2,5 года прошло. Почему сейчас? Я не розумію взагалі ані питання, а тим більше не розумію, яка може бути відповідь на це запитання. Тому що пункт перший, що Петра Олексійовича Порошенка притягає до відповідальності винятково на основі наявності відповідних підозр. Я говорив неодноразово, що логічним продовженням справи Медведчука
буде притягнення до відповідальності Петра Олексійовича Порошенка і його оточення. Тому що все те, що інкримінується Медведчуку, не могло бути реалізовано Медведчуком без згоди, а я схильний думати, і без співучасті пана Порошенка та його оточення. Бо президентом України і рішення політичне схвалював не Медведчук, а Порошенко. І дати доручення Служби безпеки вести чорний кеш на непідконтрольну територію, Медведчук не міг. Це міг зробити тільки Порошенко. Тому в даному аспекті я не готовий взагалі розглядати цей процес як такий, що має якусь політичну мотивацію. І тим більше я не готовий його розглядати в контексті досягнення якихось електоральних цілей. Також неодноразово говорив, що насправді Порошенко не є опонентом Зеленського. Тому що показують соціологічні опитання минулого року та наприкінці року були оприлюднені. Єдина людина, яка гіпотетично може виграти у Зеленського в другому турі, це була Юлія Володимирівна Тимошенко. Далі, Порошенко не є лідером об'єднаної опозиції. Порошенко є лише лідером однієї з опозиційних сил. Причому не найчисельніше. В парламенті є фракція «Батьківщина», яка більш чисельна, ніж фракція «Європейської солідарності», і є фракція пана Бойка, ОПЗЖ, яка взагалі друга за чисельністю фракція українського парламенту. Тому мені дуже дивно, чи Тимошенко і Бойко знають, що насправді лідером опозиції є не вони, а Порошенко. Це самопроголошений, це він так вирішив. До речі, тут колега із студії правильно зазначив, звернув увагу, що якщо там відбувається якась консолідація опозиційних сил проти Зеленського, то чому не було прапорів інших політичних сил, а були прапори лише Європейської солідарності? Це означає, що був винятково партійний захід. Партійний, наголошую, тобто в жодному разі не йдеться про опозицію. Далі, чому опозиція має консолідуватися навколо Порошенка, не навколо якогось іншого політичного лідера? До речі, там, якщо ми говоримо про опозиційні сили в парламенті, то ще й «Голос» треба згадати, який так само є опозиційною до Зеленського політичної сили. Це ще один аспект, який дуже важливий. І наостанок, треба розуміти, що насправді питання посадки чи не посадки Порошенка реально не хвилює таку велику кількість людей, як це видається. Насправді людей хвилює, я схильний думати, більше. Соціально-економічна ситуація, зростання цін, ситуація з енергетикою в Україні. Людей цікавить стан системи охорони здоров'я в контексті чергової хвилі пандемії. Людей цікавить ситуація на Сході. Мається на увазі на лінії розмежування. Людей цікавить ситуація на кордонах з Російською Федерацією. Ці питання людей більше цікавлять, а не спрятувати Порошенка чи поставити Порошенка. Да, и как вы думаете, чем это все закончится? Каков ваш прогноз? Я думаю, що це завершиться дуже тривалим, складним судовим процесом. А далі все залежить від того, наскільки свою роботу якісно виконують слідчі, які будуть здійснювати досудове розслідування, наскільки вони якісно зберуть достатньо доказову базу. Це буде залежати також від того, наскільки якісно будуть підготовлені цей обвинувальний акт, який будуть представляти в суді потім прокурори, наскільки якісно вони будуть відстоювати позицію обвинувачення. І це залежить від того, наскільки підготуються до судового процесу адвокати Порошенка. Тому що це буде відкритий, змагальний судовий характер. І я говорив і можу повторити ще раз, що будь-який судовий процес, де фігурують політики, він неминуче буде все одно розглядатися крізь призму політичну. І тому докази і спосіб, в який вони будуть зібрані і представлені, повинні бути настільки бездоганними, щоб навіть у симпатиків, фігуранта процесу, не лишилося сумнівів щодо його винуватості. Я розумію, що деякі прихильники Європейської солідарності Петра Олексійовича Порошенка, навіть якщо докази будуть неспростовними, не все одно залишаться, волітимуть зберегти вірність Петру Олексійовичу Порошенку, а не істині. Але більшість людей все-таки схильні думати є адекватними і спроможними проаналізувати і зробити висновки з приводу того, наскільки якісними є ті чи інші докази. І наостанок. Петра Олексійовича Порошенка винувачують не в тому, що він мав якусь господарську діяльність з суб'єктами, які розташовані в ОРДЛО. Йому інкримінують, зокрема, пункт перший, що були зірвані альтернативні шляхи постачання енергоносіїв в Україну. Це один момент. В інтересах, знову ж таки, саме російського керівництва і російських схем. А друге, йому інкримінують, що ці взаємини відбувалися в протизаконний спосіб. Розумієте, в чому є нюанс?
І тому, да, щонайменше підстави для того, щоб проводити розслідування, є. І Порошенко не є дружиною Цезаря, яка завжди є поза підозрою. Він є таким самим громадянином України, який повинен бути рівним перед законом, а не ставити себе понад законом. Тому нехай йде в суд і наявними у нього інструментами відстоює свої позиції. А я зичу натхнення і наснаги всім учасникам цього процесу. Буде цікаво спостерігати. Дякую дуже. Чохсагл у нас Валентин Гладких був з нами на прямому зв'язку. Політичний аналітик, експерт аналітичної групи «Левіафан» та порталу «Слово и дело». Вы, пан Александр, в 2014 и 2015 году работали в аппарате президента Украины при каденции Петра Алексеевича Порошенко. Действительно, много что есть предъявить, как говорят оппоненты Порошенко, к пятому президенту. Это и Минские соглашения, и ряд непринятых законопроектов, и укрепление Медведчука на тот момент. Это так? Вот вы за этим наблюдали, находясь там, рядом. Скажем так. И тянет ли это все на госизмену, действительно? Вопрос, тянет ли на госизмену, это пусть занимаются, во-первых, правоохранительные органы, во-вторых, оценку этому пусть дают, грубо говоря, люди, которые имеют юридическое образование. Вообще дело на самом деле и простое, и сложное одновременно, в зависимости от того, кто этим занимается. Но если говорить за меня, то на то время я занимался, условно, не внутренней политикой Украины, занимался политикой соседнего государства. Поэтому сказать, что я глубоко погружен, было ли это, я могу сказать то, что в тот период, 2014 года, это был, наверное, один из самых сложных периодов. И любого человека, если посадить на место Петра Алексеевича, к нему точно так же возникали бы вопросы, потому что события развивались настолько стремительно, и боевые действия велись, ну, скажем, вспомнить те же Иловайские, ну, то есть очень сложная ситуация была на тот момент. И решение надо было принимать сложные, непопулярные и тому подобное. Может быть, и дело бы имело другой характер, если бы это было не настолько серьезно на тот момент. Поэтому, ну, я, честно говоря, не буду браться, давать какую-то там свою точку зрения субъективную касаемо виновен он или не виновен. Пусть это решают в судебном порядке, а к чему это приведет, я могу это оценивать с точки зрения как политтехнолог. Есть какие-то провалы изначально о том, чем я сказал. То есть, если вы хотите это превратить в, ну, условно, в какой-то перетаскивание на свое электоральное поле голосов оппонента, тогда необходимо действовать там вот так, вот так, вот так. Здесь же допущено там ряд ошибок, которые, ну, мне, собственно, не видны. Почему так происходит, это вопрос уже к технологам самого Петра Алексеевича. Плюс сегодня достаточно много было резких высказываний в адрес того же Зеленского. Сам Петр Алексеевич сказал, назвав его там наркоманом, хватит употреблять наркотики. То есть я не понимаю, для чего Порошенко высказывается в таком ключе, если ты позиционируешь себя условно как лидер оппозиции. То есть ты не должен этого говорить. В принципе, это не должно происходить. Но раз это происходит, либо же это не до конца продуманное тактические решения, продуманные в глобальной какой-то концепции стратегической, либо же это просто вот сами ошибки самого Петра Алексеевича. Вот, не кажется ли вам, что все президенты Украины, приходя к власти, они совершают одну и ту же ошибку, аккумулируют вокруг себя врагов? В особенности сейчас, когда у нас есть фундаментальная проблема, когда на границах с Украиной 100 тысяч российских войск, когда реально обсуждается возможное дальнейшее вторжение России в Украину, тут у нас происходят вот такие некрасивые политические процессы. Здесь уже даже больше вопрос не к Порошенко, а к самому Зеленскому. Он же запускает эти процессы. Так. То есть Петр Алексеевич в данном случае просто отстраивается от того, что произошло. Ну, то есть он вынужден защищать себя. В какой-то степени даже наступая, назовем это так. А то, что почему бы не объединяться против врага? Гульсум, я, честно говоря, вот полностью разделяю вот ваш вопрос даже сам. Вот почему это происходит сейчас? Я вам даже больше скажу. Вот на фоне того, что происходило в Казахстане, ну, условно, с начала года, то есть даже было нивелировано вот переговорный процесс Россия-НАТО. То есть даже вот эти моменты в информационном пространстве, они как-то так вскользь проходили, хотя это является ключевым. И по прошествию там времени, когда Владимир Александрович предлагает встречу в трехстороннем формате НАТО, Байден, Зеленский, Путин, то, разумеется, даже вот сегодня, по-моему, информация была, что Песков сказал, нет, зачем нам такая встреча.
никто не будет договариваться с человеком, который, грубо говоря, на международной арене потерял свою субъектность, значимость и тому подобное. То есть с Зеленским никто не хочет разговаривать. Это уже очевидно по прошествии 2,5 лет. Ну, то есть, и знаете... Почему? Ведь переговоры проводятся. Очень много различных телефонных разговоров происходит с президентом Украины. Если это разговоры на уровне дипломатического этикета, это ни к чему как бы не приводит. Почему сейчас вот сложилась вот такая вот тенденция, и с нами, многие говорят, что договариваются без нас. Я смотрю на это, если немножко подняться над схваткой, мы не являемся центром мира, грубо говоря. А те процессы, которые глобально сейчас в мире происходят, сформировалось очень много противоречий в глобальной геополитике. И то, о чем договариваются условно США и Российская Федерация, воспринято даже в штыки в самом европейском сообществе. Потому что, когда речь шла, мол, встреча будет на уровне президента Байдена и президента Путина, а европейские элиты, грубо говоря, остаются на другой площадку, их там типа переносят. Это не очень сильно понравилось в Европейском Союзе. Конечно, и, собственно, сразу же Борреля, да, потому что они четко понимают, они не должны терять свою... Просто это показывает вот саму значимость вот этого коллективного Европейского Союза, которого, собственно, не существует. То есть коллективного Запада уже нет как такового? Я думаю, что его уже давно нет как такового. Но на бумагах, может быть, он где-то там еще и присутствует. Потому что две концепции, которые сформированы на сегодняшний день, то, что я вижу. С одной стороны, сформировалась там концепция новой Атлантической хартии. Это британцы, США, некоторые политические элиты Европейского Союза. С другой стороны, концепция Китай, Россия и Франция и Германия, как ни странно. Вот договоренные, сейчас они условно между собой договариваются, но они разговаривают не только об Украине. И вообще меня очень сильно... как то кажут, дивуя, когда говорят, еще первые только переговоры состоялись, условно, по видеосвязи. И уже все эксперты, вся экспертная среда, вот они об этом решили договариваться. Как вы можете это определить? Я просто как аналитик, для того, чтобы понять, какие процессы будут происходить дальше, необходимо, во-первых, понимать, обращать внимание на маркеры, которые будут на протяжении 2, 3, 4 месяцев. Нельзя однозначно сказать, вот они поговорили об этом. Потому что в публичной плоскости, когда выходят с какими-то коммюнике, подписанными определенными меморандумами и тому подобное, это одна сторона медали. Но вся реальная политика, она делается за закрытой дверью. И, собственно, всех политиков их же судят не потому, что они сказали, а потому, что они делают. Что происходит на практике. И вот я для себя вижу в дальнейшем, какие маркеры, о чем они могли договориться. Например, ситуация на всем Ближнем Востоке. Раз. Ситуация на Балканах, как может развиваться. Это второй момент. Договориться это что? Это распределить сферы влияния? Разумеется. Сейчас об этом же и речь идет. Сейчас идет вообще глобально... знаете, сейчас сложности в чем? Во-первых, та экономическая модель, в которой жил весь земной шар, она устарела. Какие новые вызовы будут стоять? Как на них будут реагировать те или иные государства? Готовы они к этому или нет? Опять-таки, отходим мы от альтернативных источников энергии, либо же опять-таки возвращаемся к углю, газу и тому подобное. Если, то кричали газ, там грязный источник энергии и все остальное. Сейчас же в Европейском Союзе уже на бумагах переписывают, что уголь, газ и все остальное это уже типа норма. Но в то же время рассказывают, что давайте присоединяйтесь к третьему энергетическому пакету и зеленой энергии, и все в этом духе. И Зеленский говорит, мы откажемся от наших угольных шахт. Если посмотреть по прогнозам, до 2030 года потребление угля будет только расти. Поэтому вот эти вот истории, это как бы можно рассказывать кому-то, кто в этом, не вникает, скажем так. Если вы в это погружаетесь, вы видите, что на самом деле там 50% того, что говорят высокопоставленные чиновники разных стран, Европейского Союза и США, они не всегда до конца, скажем так, говорят правду. И поэтому, опять-таки, говорю, для того, чтобы увидеть, что будет происходить, надо смотреть, еще один момент, что будет с Тайванем. Как эта ситуация? Потому что, с одной стороны, США в 2019 году начали инвестировать в разработку тех же самых микросхем и тому подобное, что необходимо было с Тайванем. Потому что Тайвань, собственно, на весь мир комплектующие поставлял. Но отдать Тайвань Китаю, опять-таки, это договоренности уже между Россией и Китаем. Плюс есть еще треугольник Россия, Китай и Индия.
Несмотря на то, что Индия и Китай между собой не особо ладят. Ну, и США не могут этого А треугольник есть такой. То есть очень много вопросов. И говорить о том, что все свелось, вот мы центр мира, и вокруг нас вот такая вот история происходит с наращиванием военной мощи. Разумеется, Российская Федерация действует всегда из позиции силы. Никогда по-другому не было. У них такая политика, они такую политику ведут. Давайте подробнее остановимся на угрозе вторжения России. Российские войска продолжают накапливаться у украинской границы. В Польше говорят, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солах. Вот что он сказал. Звісно, ситуація патова, але треба бути готовими до того, про що говорив міністр оборони Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну. Здається, що масовий напад, спрямований на захоплення усієї території України, виглядає найменш вірогідним. Хоча, звісно, не можна виключати, і росіяни, як завжди у таких ситуаціях, досліджують свої можливості з точки зору дестабілізації країни без жодного пострілу, без руху армии. Россия выдвинула требования к НАТО не расширяться и не принимать в альянс новых восточных членов. Но желание этих стран, в том числе Украины, присоединиться к НАТО является результатом действий самой России. Об этом сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. НАТО – це оборонний альянс, і він не тягне жодну країну до свого складу примусово. Парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів вздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже усіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому його сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало. Оксана Юринець, народний депутат Верховної Ради України 8-го скликання, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Оксана, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Алейкум салам. Пани Оксана, на прошлой неделе мы следили за таким марафоном переговоров между Российской Федерацией, Соединенными Штатами, НАТО и ОБСЕ, в ходе которых обсуждали так называемые гарантии безопасности, которые выдвинула Россия в середине декабря. Многие политические аналитики результаты этих переговоров оценивают крайне непозитивно для России. США, НАТО, ОБСЕ дали четко понять, что вопрос вступления Украины – это дело самой Украины. И теперь мы слышим довольно жесткие, угрожающие заявления со стороны России о том, что они свои войска от границ Украины отодвигать не будут. Вот как вам вся эта ситуация и может ли Россия теперь наступать дальше? Ну, насправді, ви правильно зауважили, Росія чітко поставила такі вимоги, з якими погодитись цивілізований демократичний світ не може. І окрім загроз щодо України, сьогодні ці загрози відчувають і інші країни, держави, Східного партнерства НАТО, країни, які межують сьогодні з Україною. А чому так сталося? Звичайно, що ми будемо говорити про ключові речі, які були важливими, про які ми наголошували. І я скажу відверто, і заяви і нашої політичної сили удару були щодо деескалації, щодо дипломатії, її активної роботи ще наприкінці минулого року, і деокупації в наступному етапі. Ми сьогодні маємо дуже непрості речі, тому що насправді були заявлені підвищені ставки Москвою і Путіним, але точно цивілізований світ на це не погодився. Натомість Росія почала пропонувати іншу історію, навіть були прояви, заяви минулому тижні, що ми можемо там на Кубі, Венесуелі поставити ще щось, зробити там якісь конфлікти. Тобто вони починають піднімати і намагатися в такий свій спосіб впливати на ті процеси, які сьогодні є в світі. Через те, що отримали по зубах в Європі, через те, що Сполучені Штати не так відреагували. Але, на жаль, скажу вам відверто, навіть та інтервенція, яка була до Казахстану, їхніх військ, сьогодні не унеможливила напад на Україну. Знаєте, мені як голові парламентської делегації НАТО в 18-19 роках, 8-му скликанні, я скажу вам відверто, ми дуже багато випрацьовували всього, щоб Україна інтегрувалася, Україна стала 6-тим членом розширених можливостей. Що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо навіть те, що і Фінляндія, і Швеція
по-іншому вже ставиться до свого сусіда, маючи там невеличкий кордон, маючи якийсь кордон з Росією. Тобто ми розуміємо, що це сьогодні загроза. І інше, ми бачимо дуже пришвидшену процеси з боку саме Москви з точки зору тих дій. Ми не знаємо, як вони будуть діяти, вони далі продовжують брязкати залізом на кордоні і далі нав'язувати свій порядок денний. Звичайно, що тут Україна має зіграти свою таку важливу ключову роль з точки зору і контриб'ютора безпеки, який вона 8 років демонструє. І я думаю, навіть єдність і виступ Єнса Столтенберга тому є твердження, що 30 країн-членів НАТО сьогодні чітко усвідомлюють, що їхня безпека, ключ їхньої безпеки країн-членів НАТО, Східного партнерства, зокрема, лежить в Україні. І від тих дій, які може сьогодні здійснити Україна, залежить дуже багато. Але і ми під найбільшою сьогодні загрозою і небезпекою, яку сьогодні, знову ж таки, спровокувала Россия. А что именно сейчас от нас зависит? То есть что мы можем сейчас сделать? Как мы можем влиять на эти переговорные процессы? Потому что многие политические аналитики действительно довольно с очень серьезной такой критикой относятся к тому, что на этих переговорах не были представлены представители Украины. Разве что только в рамках ОБСЕ, а в Женеве и в Брюсселе представителей Украины не было. Это не вызывает у вас опасения? Ви знаєте, сьогодні вийшла дуже гарна така аналітика, яку для New York Times підготувала Альона Гетьманчук, Центр Нова Європа, дуже добре, де вона сказала, що не просто без України про Україну не можна говорити, вона сказала, жодних рішень без України про Україну не можна приймати. Тобто це формула, яка чітко говорить, що, власне, в тих перемовинах має бути чітка задіяність України. Тобто, що має робити Україна? І ця наша політична сила удару це пропонувала відразу. Тобто, це ще при кінці року. Перше, що стосується відновлення співпраці адекватної, білатеральних стосунків нормандського формату, тобто між Францією і, наприклад, Німеччиною. Ви знаємо, що нещодавно, власне, цей візит, який був міністр закордонних справ сьогодні Німеччини, Бельбок, яка насправді на боці України. Ми знаємо, що сьогодні новообраний очільник Шольц такої світлофорної коаліції, ми можемо перезавантажити, власне, ці стосунки з Німеччиною і все ж таки про неї говорити більш актуально з точки зору тих подій. Навіть тих 73 експерти, які зробили свою заяву про те, що політика Східної Європи, що Німеччини щодо Східної Європи є неправильною, що таке умиротворення Москви сьогодні дало їй навпаки якихось певних підсилень своєї актуальності і важливості і дало їй більше можливостей сьогодні знову ж таки агресивно діяти з боку щодо України. І це є шанс для України перезавантажити наші стосунки одного членів нормандського формату. Да, но ведь с другой стороны, пани Оксана, лозунги, слова, это очень все красиво и правильно. Я также читала, как и вы, это заявление 73 экспертов с Германии, которые подали, собственно, это заявление в Бундестаг. Но ведь слова от действий очень сильно отличаются. «Северный поток». Германия настаивает на завершении Северного потока и введении его в эксплуатацию. Германия – та страна, которая продолжает блокировать поставки оружия в Украину. Германия – та страна, которая в 2008 году также препятствовала предоставлению Украине ПДЧ. Ви знаєте, ми все одно, маючи сьогодні ту можливість переформатування уряду, все ж таки шукати можливості для України. В нас немає іншого виходу. В нас має працювати реально ця дипломатія, і це ще один окремий фронт України, де дуже важливо бути дієвими. Але ми маємо і пропонувати, що саме ми можемо сьогодні чітко вимагати від наших союзників і партнерів. Тому що насправді загрози є дуже близькими, і ми бачимо, що все ж таки час – це теж ресурс, яким ми не володіємо. Його дуже мало. І сьогодні дуже важливо, щоб і наша країна всередині мала ці чіткі свої плани, які вона може мати пропозиції. Бо не можна пропонувати просто зустріч, наприклад, Сполучені Штати, Україна і Росія, так? При тому перед тим не поспілкувавшись з нашими партнерами з Франції і Німеччини. Ми маємо дуже цілеспрямовано на кожне питання мати відповідь. Маємо мати ціле дерево рішень, що ми маємо робити. Тому що насправді, я погоджуюсь з вами, повірте мені, в цій роботі 8-го скликання було так само дуже багато непростих речей, доведення певної інформації. Ми знаємо, що минулого тижня відвідали такі тіньові представники тіньового уряду Британії, міністр оборони, міністр закордонних справ, які в Києві
хотіли б знати інформацію, що ж відбувається в Україні. Ми розуміємо, що таких візитів зараз стає більше до України, тому що наші партнери, в яких працюють їхні розвідувальні організації, розуміють, що щось коїться не те. Але шукати цю коаліцію треба спільними зусиллями. Тобто, як ніколи, нам сьогодні дуже потрібно, щоб з боку України ми виглядали як країна, яка здатна боротися за свою територію, за своїх людей, за свою державу. І деокупацію так само пропонувати, як той формат. Тому що не можна забувати про окупований Крим, не можна забувати вже про окупований схід України сьогодні. І кожного разу нагадувати, що все ж таки Європа, світ і ці наші партнери, замовчуючи, просто фактично, скажімо так, підбурили апетит сьогодні Москви до захоплення інших територій. Бо насправді в тих вимогах, про які ви на початку сказали, було дуже багато. Що вже давайте, а може ви вийдете, там Польща, країни Балтії, вийдете з НАТО, бо ви тут, нам не подобається це. Насправді це не є дипломатична мова. Це вже мова ультиматумів, які допомагають сьогодні Москві будувати стратегію нападу на Україну, що є сьогодні дуже небезпечним. Бо ми стаємо цим полем бою тих перемовин. Ну, нам, звичайно, цього би дуже не хотілося, але, на жаль, ми вже останні 2 роки дуже такої потужної ескалації, яку важко відвертати, але ми мусимо щось робити. Мы не можем просто склавши руки. Пани Оксана, вот буквально еще 40 секунд. Все же, как вы думаете, вот при такой конфигурации, какова вероятность того, что Украину в ближайшее время возьмут в НАТО? Дивіться, коли ми стали країною розширених можливостей в минулому році, я вам скажу відверто, я на своєму місці, що ми сьогодні робимо? Ми молодь готуємо до того, щоб вона розуміла, наскільки нам важлива євроатлантична інтеграція. Не заради НАТО чи Європейського Союзу, а заради нас самих, заради нашої держави. Ймовірність є високою з точки зору допомоги і підтримки. Навіть якщо це буде там плюс і формати якісь інші придумані, Україна має абсолютно ці шанси. Саме наше зближення, усвідомлення загрози привело до того, що починає тверезіти Європа і НАТО в тому числі. А наше завдання показувати, що ми готові, ми є сильним партнером, і сьогодні Україна потрібна НАТО з точки зору безпеки, як на східному фланзі, так і стабілізації взагалі ситуації в Європі. Дякую вам дуже, пані Оксана. Чухсагл, що в наше время подключились к нам в эфир. Оксана Юринець, народний депутат України 8-го скликання та глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО в 2018-2019 году была с нами на прямой связи. Пане Александре, мы понимаем, что те условия, которые выдвинула Россия о нерасширении НАТО на восток, о возвращении к статусу КВО 1997 года, они заведомо невыполнимы. Разумеется. Так зачем это все было? Ну, потому что когда встречаются на таких серьезных переговорах 2 игрока политических, не фигуры, а именно игроки, потому что это игроки крупные, мировые, всегда переговорный процесс, он предшествует тому, что выставляются заведомо невыполнимые условия. И это очень, ну, в принципе, это там 1-й раунд переговоров, 2-й, 3-й, потом на уровне министерств, потом на уровне крупного бизнеса, на уровне политических элит и так далее. Оксана, в принципе, очень хорошо, так доступно нам всем объяснила, что происходит. Ну, а пути решения, собственно, опять это, знаете, разговоры, кроме разговоров больше ничего. Возвращаясь к вопросу вступления. Да, это дипломатический этикет. Безусловно. Ну, безусловно, это важно. Это как бы это посыл, это показывает намерение. Собственно, как и какой-то меморандум написано. Это же не путь к выполнению, это намерение о действиях тех или иных. Вот. Касаемо вступления в НАТО, здесь вопрос очень сложный, потому что, давайте так, если Российская Федерация заявляет членам Альянса, мол, не расширяйтесь, хотя вопрос о том, что там расширение, он сейчас не стоит, потому что они, собственно, с того времени, как не поддержали нас с момента 2008 года, ничего не изменилось. И блокировала, собственно, Франция и Германия, и все страны, которые сейчас находятся в нормандском формате. То есть вопроса о речи о расширении не было. Зачем же такие выдвигать условия? И на фоне этого всего, что происходит, есть такая организация коллективной безопасности ОДКБ. Вот. Если Российская Федерация говорит не расширяться, мы можем сразу их отсылать к Хельсинским соглашениям 1975 года, в которых в преамбуле даже написано, собственно, Российская Федерация выступала гарантом. Там написано невмешательство, суверенность государств, целостность, то, что они, собственно, и нарушили. Уже как бы не работает. Теперь касаемо ОДКБ.
Туда входит часть стран, там порядка 7, и Казахстан в том числе, и так далее. В концепции, которую себе, я так вижу, в Российской Федерации рассматривают, они хотят вернуться к Варшавскому договору 1955 года, когда был подписан этот договор. Он тоже там является и политический, и военный, и разные страны присутствовали, но тогда была ключевая роль СССР в этом договоре. Если они хотят вернуться к этому, то в их концепции Украина, она тоже должна вступить в этот договор. Да, в ОДКБ. Тогда опять возвращаемся к этим двум противоборствующим. Что ждет Украину? Кстати, собственно? Узбекистан тоже там же... Лукашенко уже намекал на Узбекистан. Да. Нет, на Таджикистан намекал. Но смотрите, что ждет Украину? Как нам вообще в этом случае поступить? Чем мы будем являться? Если с нами, собственно, субъектность страны наша потеряна, и без нас мы на геополитических этих шахматах черная клеточка, назовем ее так. Да? И вот здесь сейчас какая-то фигурка либо станет, либо не станет. Потому как в Украине очень много разных спецслужб, о чем сказала Оксана, что там есть и британские спецслужбы, и ЦРУ. То есть здесь намешан такой, знаете, борщ, который, когда очень много поваров, очень плохой получается борщ. Российской Федерации, и нашей внутренней элиты, и так, и очень много всего. Что нужно делать? Как мы будем выходить из этой ситуации? Мы либо внеблоковые, да, становимся, допустим, как Австрия. Вроде как неплохо, да, мы такой мостик между Западом и Востоком. Но при этом НАТО дает определенные гарантии. Нет, безусловно. Как бы неплохой вариант. Но никто же не хочет этого. То есть, если бы в этом были заинтересованы, нам бы, возможно, уже и предложили такой формат. Но это как бы не их история. Второй момент. Вступление в НАТО. Нас там не ждут. Опять-таки, разворот в сторону Российской Федерации. Внутри страны это неприемлемо. То есть, понимаете, насколько сложная вот эта вот модель, которую пытаются, говорится, натянуть сову на глобус? Это очень сложно. Почему Минские соглашения не выполняются? Потому что впечатление их подписывали, значит, чтобы они никогда не выполнились. Потому что только мы дошли до политической части Минских соглашений, все, абсолютно разные две позиции. Наша и позиция Российской Федерации. Переговорный процесс, который сейчас стартовал, он может продлиться, я не исключаю, месяца. А то, о чем будут договариваться в геополитике сверхдержавы, так называемые. Хотя Российскую Федерацию по каким-то только показателям можно отнести к этому. Потому что с точки зрения там даже роста ВВП или вообще экономических показателей, Россия далеко там не первая. Пане Александр, вы сказали, что в НАТО нас пока не ждут. Как вы думаете, нас не ждут в НАТО? Это такое консенсусное решение всех членов Североатлантического альянса? Или же США? Потому что мы понимаем, что США для НАТО это как Россия для УДКБ. Собственно, если мы говорим НАТО, мы подразумеваем США. Но это же очень большое количество стран в нем. И всегда в принятии решений включать ту или иную страну в членам альянса, что мы сказали, это коллегиальное решение. То есть все должны проголосовать за. Если один будет против, все это не работает. То есть вот в таком вот формате. Но США влияет на это? Безусловно, они влияют. Но в то же время давайте зададим себе вопрос. Нужна ли сильная Европа для США? Как, допустим, не партнер, а конкурент, как рынок сбыта. Я думаю, что не особо нужна. США же игнорируют тему трансатлантического сотрудничества. Разумеется, они бы хотели, чтобы и ни одной трубы не существовало, которую построила Российская Федерация. Ни одной ниточки не было бы, потому что они бы свой жиженый газ там продавали. Но раз уже это случилось, надо, значит, как-то по-другому подходить к вопросу дипломатических отношений, в том числе и экономических. Поэтому, говоря о коллективном Западе, это я называю, знаете, такие ситуативные союзы. И, в принципе, вот мы вступили в такое десятилетие, очень много будет ситуативных союзов. Я не исключаю, что может произойти такая ситуация, что там, до 2030 года мы даже на карте мировой немножко другие границы будем наблюдать разных стран. Потому что, опять-таки, возвращаясь к политике, внешней политике Российской Федерации, она поступает с точки зрения силы. И если они не могут договориться по поводу Украины, то они сделают опять, подожгут спичечку в другом месте, например, на Балканах. Потому что если посмотреть последнее заявление того же главного политика сербов, он выступает за то, чтобы они вернулись к договору 91 года, по-моему, когда у сербов была собственная армия. Если они опять к этому возвращаются, это опять раскол. И опять новое как бы напряжение опять новое получается.
Соединенные Штаты Америки, выводя войска из Афганистана, какую цель преследовали? Казалось бы, ну, вывели военный контингент. А зачем же вы оставляете на 1,7 миллиардов долларов вооружения там, для талибов? Для чего? Может быть, потому что рядом Афганистан граничит с тем же Узбекистаном, Таджикистаном, который, в свою очередь, граничит с Китаем. Это сферы влияния. И Казахстан тоже сфера влияния. И Российской Федерации, и Китая. А здесь появляется бомба замедленного действия в лице талибов, которые 30 лет этого ждали. Ну, они талибов, насколько я знаю, нет экспансионистов. Они просто, допустим, каждый, вот случилась данного рода, скажем так, я называю это подстава, да, в геополитике. Сделали руками США это они. Ну вот, произошло. Что Российская Федерация? Она сразу же Талибан поддержала. То есть, чтобы не произошло такого, что в случае, когда небольшое количество заряда где-нибудь там в московском метро, не дай бог, шарахнул. Ну, то есть, понимаете, да, о чем. И, опять-таки, никто не предполагал, что такая ситуация в Казахстане разразится. Ну, никто не предполагал. Ну, вообще предпосылок к этому не было. И тут раз полыхнуло. Но это же не просто так происходит. То есть, здесь замешано точно так же очень много внешних так называемых партнеров. Потому что если посмотреть, сколько денег влияло и как на международной арене интерес Казахстана лоббировали те же самые британцы, там тоже очень интересная ситуация получается. Но ключевым регионом, мне кажется, на всем Ближнем Востоке остается Таджикистан, потому что он граничит именно с Китаем. Угу. Сегодня вы друзья, ну, условно, в геополитике, или ситуативно вот так вот вы стали там партнерами, или такой у вас временный союз. Ну, вот это вот противоборствующие эти стороны, это постоянно это происходит. Со времен там, той же самой холодной войны многие эксперты говорят, что мы возвращаемся в эту эпоху. Опять-таки возвращаемся к тому, от чего, собственно, отступили, но опять приходим к этому. Что да, действительно, есть в глобальной вот этой вот той же самой экономической модели, там, как дальше будет развиваться ситуация. Вот представьте себе на секундочку, допустим, доллар не становится главной резервной валютой мировой. Что будет происходить с экономикой США? Ну так, станок уже не запустишь. Тоже вопрос. А теперь представьте, новая экономическая зона сформирована между, ну, идет товарооборот в расчетах рубль и, я забыл, какая валюта в Китае, к сожалению. Все, доллар уже становится не нужен. То есть вот эти вот даже зоны, это все сейчас обсуждается. То есть вообще разговор очень серьезный. А то, что эскалация конфликта может произойти, это свидетельствует о том, что не договорились. Ну, представим, сегодня у нас даже сложно вообще, язык не пора сказать, плюс-минус тишина на юго-востоке. А тут эскалация более серьезная. Ну, допустим, еще там заслали засланных казачков и сделали провокацию в сторону ЛНР, ДНР. Или же, например, или, собственно, представьте себе ситуацию в центре Киева, вот из-за той ситуации, которая складывается в противоборстве Европейской солидарности, Слуги народа и вот вся вот эта вот каша, в какой-то момент происходит там условно митинг или Майдан. И тут, не дай бог, взрывается 2 мусорных бака. Ну, условно. Ну, просто на митинге. Какая картинка в Российской Федерации будет? И они просто развяжутся руки и скажут: ребята, там же, посмотрите, что там происходит, надо вводить войска. Спасать своих. Юрий Федоров, військовий політичний обозріватель з Праги, з нами сейчас на прямой связи. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Центральное разведывательное управление Америки, разведка НАТО, разведывательное управление в Украине в один голос, в унисон говорят о том, что Россия в ближайшее время может подготовить казус белли, может подготовить некую провокацию на Донбассе, что, собственно, послужит поводом для дальнейшей интервенции в Украину. Насколько это реально, в особенности на фоне того, что ждать никаких результатов, четких переговоров, которые прошли на прошлой неделе, нет? Я думаю, что это абсолютно реальное предположение. При этом, на мой взгляд, американская разведка редко когда дает неправильные оценки. Ну, такое случается, как случается со всеми разведывательными службами, но американская внешняя разведка, Центральное разведывательное управление — это очень мощная организация, которая очень следит за своей репутацией, я бы сказал. И если появляются ссылки на источники в этом управлении,
то значит основания для таких соображений у американцев есть. Другой вопрос. Вот после того, как эти данные были опубликованы, теперь все, в общем, понимают, что если нечто похожее произойдет, ну, допустим, там будет где-то в Донецке атака на больницу или на военный объект какой-то, или еще на что-то, или взрывы какие-то будут с тяжелыми последствиями, в которых Россия предполагала и рассчитывала обвинить Украину с тем, чтобы ввести войска, либо резко усилить свое военное присутствие в Ордло, либо начать просто открытую военную интервенцию в другие части Украины, которые находятся под контролем украинского правительства. Вот этот сценарий становится сегодня менее эффективным. Да, собственно, именно ради этого, ради того, чтобы показать Москве, мы знаем, что вы задумали, мы знаем, к чему вы готовитесь. Вы имеете в виду, что если вы пойдете на такую провокацию, то мировое общественное мнение с вами не согласится, но будет ясно понимать, что это вы задумали и вы осуществили подобного рода провокацию, подобного рода безобразие. И не рассчитывайте на то, что вам поверят и дадут вам какое-то согласие, молчаливое согласие на использование войск против Украины. Вот я думаю, вот так дела обстоят. А как вы думаете, те санкции, о которых сейчас предупреждает Запад Россию, они играют роль превентивной меры? Они сдерживают дальнейшую агрессию России? Или таким образом, не вводя санкции, а предупреждая только лишь санкциями, Запад открывает последний шлагбаум? Да нет, конечно, это очень важный сдерживающий фактор. Я абсолютно убежден в том, что сегодня правительственные экономисты во многих министерствах, и не только в министерствах, наверное, и где-нибудь там в администрации президента, чешут в затылке и с карандашом в руках пытаются понять, насколько тяжелыми могут быть для России последствия введения тех или иных санкций. Но посудите сами, в Соединенных Штатах предполагается, что будут введены запреты на любые контакты, скажем, с российской добывающей промышленностью. То есть это нефть и газдобыча. А оборудование, которое используется в этих отраслях, практически на 70-80% это импортное оборудование, особенно если речь идет о современных технологиях. Это оборудование время от времени выходит из строя. Нужно менять какие-то там компоненты. Для этого нужны запасные части. Их покупают в Соединенных Штатах. Или это те инструменты, те детали, которые производятся по американским технологиям где-то. И вот это все в Россию не попадет. А это означает, что уровень добычи нефти и газа, который дает основную валюту для российской экономики и для существования российского общества, я бы сказал, вот этот поток валюты будет снижаться. И это очень тяжелая угроза. А вот то, что происходит уже в последние несколько лет, запрет на то, чтобы Россия имела возможность купить произведенные по американской технологии компоненты, микроэлектронные компоненты для своих, для вооружений, в том числе для баллистических ракет, это очень резко снижает темпы перевооружения российской армии. Но не случайно же говорят о том, что какая-то очень длительная задержка с созданием новой ракеты «Сармат», которая должна заменить ракету СС-18, которая, кстати, делалась в Украине, в Днепропетровске, на южном машиностроительном комплексе. Так вот, россияне не могут сделать эту ракету, в том числе и потому, что
запрещен импорт, запрещено импортировать извне, значит, некоторые небольшие, может быть, там, скажем, по размеру, но очень важные детали, без которых эта ракета летать не может. Так что санкции это очень эффективный инструмент. Просто он действует не сразу и не так, чтобы вот как обухом по голове, значит, стукнуть. Но это инструмент, который как бы удушает российскую экономику. Пане Юрию, а как вы думаете, вот как будет сейчас действовать Россия после переговоров? Сейчас мы слышим очень жесткие заявления из уст Пескова, Лаврова, Рябкова, Лукашевича, представителя России в ОБСЕ. Они говорят о том, что вот есть угроза всему континенту и так далее. И ждут вот письменных гарантий, письменного ответа сейчас на их требования со стороны США и НАТО. Вот если не будет никакого ответа, ну или будет ответ неудовлетворительный, как может действовать дальше Россия? Я думаю, что сейчас главная задача российской дипломатии после того оглушительного провала, как я бы сказал, это оглушительный провал в Женеве и в Брюсселе, сейчас главная задача затянуть время. Затянуть время, во-первых, для того, чтобы попытаться найти какие-то иные инструменты, иные аргументы, которые можно использовать в отношениях с Соединенными Штатами, это во-первых. Во-вторых, понять, к чему, собственно, нужно готовиться. Ну, например, в том случае, если Россия решится все-таки начать военную агрессию против Украины, уже начать горячую войну против Украины, потому что агрессия-то продолжается. Но вот она пока идет в гибридных формах, а вот если и стоит вопрос перед Кремлем, а что делать? Вот что будут делать американцы? Вот это нужно понять. Что будет делать НАТО? Это тоже нужно понять. Во-вторых, я бы сказал, что требуется просто придумать, а что, собственно, может сделать Россия. Вот сейчас идет поиск того, что они называют ответными военно-техническими мерами. Ну, обычно речь идет о чем? О том, что будут разворачиваться какие-то новые ракеты, типа «Искандер», скажем, где-нибудь в Калининграде или в Крыму, или, возможно, в Белоруссии. Вот как договариваться с Лукашенко, примет он эти ракеты или не примет. Все это требует времени. Поэтому сегодня, после того, как провалилась вот эта вот надежда на то, что такая наивная, я бы сказал, надежда на то, что Запад, в общем, примет вот этот российский ультиматум. Но вот недостаток, и я бы даже сказал, большой порок российской дипломатии в том, что они сначала выдвинули ультиматум, но не знали и не понимают, а что делать дальше в том случае, если этот ультиматум будет отвергнут. Вот сейчас идет поиск этих ответов. Какой он будет, мы не знаем. То есть можно предполагать, но детально-то мы не знаем. Военные предлагают что-то Путину. Значит, правительственные экономисты и министерства пытаются понять, что делать, скажем, в условиях санкций, если санкции будут. Вот весь этот комплекс вопросов, он так неожиданно обрушился на Кремль, и они ищут ответы на эти вопросы. Дякую, спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юрий Федоров был с нами на прямой связи, военный и политический обозреватель из Праги. Пан Александр, а вы как думаете, как дальше будут развиваться события? Вот Юрий очень грамотно разложил по полочкам, собственно, многие моменты так детализированы. То есть в целом, если так вот подытожить, том, что сказал эксперт, и, в принципе, о чем мы говорили всю программу, я думаю, вот сейчас, собственно, и давайте так назовем, допустим, коллективный Запад, Российская Федерация с ее партнерами, меняются правила игры глобальные, и вот на ключевые вопросы, которые необходимо будет там отвечать, собственно, о том, о чем сказал Юрий, это там, влияние новых технологий, первый момент. Второй момент – роль США в этом во всем. Третий момент – как мы выходим из глобального экономического кризиса. Вот, какие зоны новые появляются. Как мы дальше торгуем. И все вот в этом аспекте – это вот
целый комплекс вопросов, которые обсуждаются. Да, может быть, в какой-то степени с тем, как нагнеталась обстановка вокруг вопроса Украины, и то, что происходило в последние 2 месяца в средствах массовой информации Российской Федерации, с их опросами, мол, вы поддерживаете полномасштабную войну касаемо Украины, и граждане России в большей своей степени это поддерживают, во всяком случае так показывают СМИ РФ, то сейчас у Путина уже вопрос стоит другой. Как из этой ситуации немножко выйти в другую плоскость, потому что полномасштабной войны, я, собственно, не хочу в это верить, хотя исключать это нельзя. И, в принципе, в истории человечества все глобальные войны, такие мировые, скажем, Первая мировая, Вторая мировая война, они начинались, когда был сначала экономический кризис глобальный в мире, а потом по прошествию 5-7 лет начиналось действительно военный передел, грубо говоря, территорий. Обычно война за счет чего? Для чего война ведется, собственно? Либо это за ресурсы, либо за территории, либо это идеологическое, и так по нисходящей в комплексе все эти моменты могут оправдывать то или иное вторжение в союзное, соседнее государство. Еще надо понимать, что это очень дорого. В целом. Российской Федерации тоже это прекрасно понимает, потому что выстрел с одной какой-то гаубицы, это стоит $100 000, допустим. Это дорого для экономики страны. Потом еще один момент, я, например, в этом моменте, кстати, немножко с Юрием не согласен. Касаемо ракет, да, согласен, комплектующие и все остальное. А если брать, например, европейские страны, страны НАТО, для того, чтобы произвести одну боевую единицу танка последнего поколения, условно, работает 27 государств на это. В Российской Федерации для того, чтобы произвести танк последнего поколения, работает одна страна. То есть, понимаете, логистику, время. И мало того, последняя боевая единица в странах НАТО была построена, если не ошибаюсь, в 2018 году. Последняя. Поэтому, да, устаревает технология, устаревает оборудование и все остальное, но на тех, грубо говоря, железяках, на которых катаются в РФ до сих пор, и летают, и тому подобное, они еще могут лет 50 летать. Несмотря на то, что постоянно там они падают, самолеты их, я имею в виду истребители, разведчики и тому подобное, это только потому, что они постоянно летают. То есть каждый божий день, и даже в Крыму, я вас уверяю, нету такого одного дня, чтобы там не поднималась авиация и не было каких-то плановых полетов. Поэтому сколько летают, столько и падают. Да, разумеется, оборудование старое, и рано или поздно оно приходит в негодность. Но говорить о том, что знаете, у меня, честно говоря, эти прогнозы многих военных экспертов, что Путин нападет через 2 недели. Путин нападет через месяц. Это значит, что через 2 недели Путин точно не нападет? Это не может значить, но это, знаете, я не вижу в этом какой-то аналитики, потому что когда идут такие заявления, они должны быть конкретными фактами. Подкрепили их, это было так. Или хотя бы на примере каких-то исторических фактов, потому что наша история человечества, она очень богата на военные конфликты. И разные сценарии есть. Мы когда-то обсуждали, какой же сценарий можно применить к нашему военному. Подобный? Да, подобный, но такого нету. Подобного. То есть это отдельно, если когда-то в любом случае война закончится, дипломаты договорятся, это закончится в той или иной форме. Разумеется, если это на наших условиях, то Российская Федерация должна будет компенсировать очень большими деньгами то, что произошло. Мало того, что вернуть наши территории, кроме того, еще заплатить очень большую сумму денег. Это так, если обобщить. Но я не хочу даже рассматривать тот вариант, что действительно начнется полномасштабное вторжение. Со стороны Беларуси, допустим, наступают российские войска на Киев. Мы должны прекрасно отдавать себе отчет, что это начало Третьей мировой войны. Только на нашей территории. Начало. Не хотелось бы. Я вас уверяю, те умы, которые там сидят в РФ, они точно так же это все оценивают, насколько это нужно. И внутри страны Российской Федерации, абсолютно как и в любой другой стране, есть люди, которые не очень сильно и, мягко говоря, довольны сложившейся политической ситуацией, кто у руля страны стоит. И, так называемые башни Кремля? Да, абсолютно верно, вы правильно подметили. Да, и это не только в Российской Федерации. И в Соединенных Штатах Америки, так и везде. Просто есть баланс. Значит, страна, собственно, идет таким руслом.
Пане Олександре, к нашому ефіру присоединяється Владислав Рапонов, політолог, американіст, аналітик Інтерньюз Україна. Він зараз на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер, витаю. Пане Владиславе, в Сенат Соединенных Штатов Америки совсем недавно внесли законопроект про новые санкции против России, которые затрагивают непосредственно активы самого российского лидера Владимира Путина, а также довольно серьезные и жесткие санкции против крупнейших российских финансовых институтов. Там грозятся отключить Россию от финансовой системы SWIFT и так далее. Вот какова вероятность того, что эти санкции ведут уже сейчас? Или же это вот всего лишь такая предупредительная мера? Ну, тут дійсно, насправді, цей законопроект, він має в собі величезну пересторогу, в тому сенсі, що умовою якраз введення цих санкцій є, власне, повномасштабна агресія і, в принципі, реальна ескалація. Да? Тому я, чесно кажучи, все ж таки, як людина, яка досі сподівається, що такого не буде, то мені здається, що насправді введення таких, конкретно цих санкцій, точніше, це малоймовірна перспектива, але тим не менше, той факт, що цей законопроект вже підготовлений, те, що він є, це вже добре, тому що очевидно, що американські законодавці, в принципі, не гаяли часу, і знову ж таки цей законопроект не рядовий, якби сенатор реєстрував, да, це все ж таки голова комітету з питань міжнародних, тому насправді рівень доволі високий, і це дуже досвідчений сенатор, тому тут, в принципі, говорити про те, що це, в принципі, якась партійна історія, на якому вони будуть так чи інакше робити піар, такого, то теж немає, тому тут це також позитив, і тут однозначно треба сказати, що очевидно, що в таких справах і українська дипломатія насправді брала участь у консультаціях, але насправді мені здається, що той факт, що все ж таки ці санкції є персональними саме щодо Путіна, все ж таки це і трохи інший рівень, ніж те, що було раніше, тому тут є певна така очевидна зміна порівняно з тим, що можна було бачити декілька років тому і останнім часом. Але я би все ж таки розглядав в цілому всі зареєстровані минулого тижня насправді законопроекти, зокрема щодо так званого статусу, в принципі, НАТО+, да, таку, в принципі, юридичну новацію, яку запропонували американські законодавці, то я би все ж таки розглядав як підтримання американської переговорної позиції на двосторонніх і багатосторонніх зустрічах. Тому насправді очевидно, що це все ж таки було також у тісному контакті з адміністрацією Білого Дому. Тобто це не просто ініціатива якогось окремого законодавця, і відповідно який розуміє, що цей проект не буде ухвалений. Тобто, знову ж таки, попри те, що вони насправді мають собі, в принципі, серйозну умову щодо ескалації, все одно той факт, що ці законопроекти вже є і не треба чекати часу на їхнє підготовлення, це теж позитив. Пане Владиславе, вот буквально недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила о том, что Соединенные Штаты Америки разработали 18 вариантов реагирования на случай российского вторжения в Украину. Но пока не сказала, какие именно. Вот есть ли у нас понимание, что может включать в себя эти 18 сценариев реагирования? В принципі, я би сказав, що частково вони пов'язані саме з цими проектами законопроєктів, відповідно, які вже на сьогодні є доступними. Тому тут, знову ж таки, можливо, там декілька основних напрямків, да, але насправді в цілому усі ці насправді варіації, вони дійсно у підсумку можуть дати таку цифру, в принципі, яку озвучила Вікторія Нуланд. Тому я би сказав, що це однозначно спроби по відключенню Росії від SWIFT. Але, якщо не помиляюсь, то ми і з вами якось про це говорили, то мені здається, що нашому суспільству і політикам не треба себе тішити ілюзіями, в тому сенсі, що це можна зробити швидко, швидко це зробити не вдасться, і це я стверджую на підставі, в принципі, досвіду, який є, коли відключали Іран від цієї платіжної системи, пройшло 6,5 років, коли від першої такої серйозної ідеї реального відключення до
самого відключення насправді пройшло, тому однозначно такий термін чекати це точно якби не наш варіант. Тому я би сказав, що це знову ж таки буде дійсно посилення санкцій. Можливо, це ще збільшення так званого резервного фонду допомоги, про який ми дізналися минулого року у травні, відповідно, коли теж була загроза ескалації. Тоді Сполучені Штати озвучили, що цей резервний фонд він мав у собі $100 мільйонів, але знову ж таки, в принципі, з того, що ми бачимо на початку року, що нібито Сполучені Штати також в принципі надали додаткову допомогу Україні, то є ймовірність, що цей резервний фонд може бути збільшений і так далі. Тобто, в цілому треба працювати також у цьому напрямку, щоб були механізми для швидкого збільшення, насправді, як економічної, так і військової допомоги. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чохсагол, що наше время, подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Владислав Арапонов був з нами на прямому зв'язку, політолог, американіст, аналітик Інтерньюз України. Пане Олександре, буквально 2 минутки до завершения нашего эфира. Очевидно, что на международной арене разыграна шахматная партия. Безусловно. Где мы на этой доске? Мы поле. Я же говорю, черная, мы поле. Черненькая клеточка. Да, мы не фигурка, к сожалению. Когда-то мы были фигуркой, а сейчас мы клеточка. Но, знаете, бывает неудобное место на поле. Почему Украина должна стать решением, а не проблемой? Вот как только мы станем решением, все то, что происходит вокруг нас, внутри нас, те заинтересованные страны, которые хотят, чтобы мы развивались, действительно сделают это не на словах, а на деле. Я имею в виду помощью. Все остальное на сегодняшний день это больше, конечно, разговор. И даже приезд главы МИДа нового правительства Германии в Украину. И главы МИДа Франции. Да, и заявление, скажем так, о том, что не продавать, я подчеркиваю, не дать летальное оружие, не продавать. Это уже тоже формулировка. Это тоже о многом говорит. И новый канцлер Шольц, если посмотреть, где он был раньше, кого он поддерживал и какое лобби Российской Федерации присутствует. Там, наверное, в целом, я считаю, что те люди, которые занимаются международной политикой, если они хотят донести общественности те процессы, которые происходят, это как будто отдельный цикл передач должен быть, чтобы там было схематически, практически, с точки зрения экономики, там, политики, военных действий, разжевано обществу до такой степени, чтобы стало понятно от мала до велика абсолютно всем, какие процессы происходят. Чтобы нас за дураков не держали, в конце концов. Потому что если большая часть населения не вникает в те процессы, которые происходят, а удивляется лишь тому, что выходят одни политические силы, вторые, которые зарабатывают дивиденды на тех лозунгах и, скажем так, популизме, мы, собственно, в этой ситуации безвыходности и находимся. И уровень жизни ухудшается, поэтому люди со страны уезжают. А с теми, знаете, Путин завтра нападет. Я не верю в это по одной простой причине. Потому что за 8 лет войны, когда Российской Федерации поняли, что силовым методом эту страну не взять, а общество сплотилось, ситуация должна произойти таким образом, чтобы страна ослабла изнутри. И с приходом новой власти Владимира Зеленского все, что мы видим, все, что происходит в экономике, в социальной сфере, в энергетической сфере, в международной политике, это все идет вниз. Собственно, зачем захватывать ту страну, которая по прошествии какого-то времени сама по себе скатится в никуда? А наши европейские партнеры не заинтересованы точно так же, чтобы Украина развивалась как какой-то конкурент на рынке. А используют нас исключительно как сырьевой придаток. Они у нас покупают зерно. Как-то пессимистично, Нет, Александр, мы завершаем этот блок, к это сожалению. реальность такова, понимаете? Такова реальность, к сожалению.
Дякую вам дуже, пане Олександре. Спасибо вам. Приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Олександр Кондратенко, консультант департаменту аналітичного супроводу Офісу глави АПУ у 2014-2016 роках, политтехнолог, политичный аналитик. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. К нам должен присоединиться председатель Межлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Коршкенч.